Минобороны Российской Федерации и Республики в парламенте объявляют весеннюю сессию открытой. На повестке 43-го заседания Народного собрания Республики Ингушетия 7-го созыва депутатам предстоит рассмотреть и принять более 20 законопроектов. Среди них как федеральные, так и республиканские. Председатель Народного собрания отметил важность предстоящих масштабных событий этого года для каждого гражданина страны. Уверен, что все эти знаменательные мероприятия пройдут на высоком уровне, и депутаты примут самое активное участие в их подготовке и проведении. Коллеги, работа парламента перед весенней сессией будет строиться согласно примерному плану работы Народного собрания. Начинается встреча с итогового отчета деятельности управления Ингуш-Мелиоводхоза за 2022-2023 года. За отчетный период управлением реанимирована проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции Алханчурской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы. Проведено преддекларационное обследование 18 гидротехнических сооружений. Разработаны и утверждены 4 декларации безопасности на стадии завершения. Декларация безопасности на всю систему Алханчурского канала. Еще один важный вопрос – реализация регионального закона о молодежной политике в республике. На сегодняшний день у Комитета по делам молодежи отсутствуют межрегиональные соглашения по молодежному межнациональному обмену. Так, сейчас в регионе проводится работа по подготовке двухстороннего соглашения между Ингушетией и подшефной территорией в Запорожской области. Кроме этого, у нас активно ведется работа по молодежным обменам в рамках проектов «Маяки дружбы», «Мосты дружбы». И также этому способствуют и всероссийские форумные кампании, реализуемые на территории Республики Ингушетия, когда к нам приезжают представители практически всех регионов нашей страны. В общей сложности парламентарии обсудили корректировки законов, касающихся избирательных комиссий, муниципальной службы в части упразднения избирательных комиссий, муниципальных образований, видов объектов регионального и местного значения. Помимо этого, на заседании рассмотрели вопрос о назначении на должность мировых судей Республики Ингушетия Билана Хутиева и Заурбека Вышегурова. В завершении законодателями был затронут вопрос правомерности деятельности на территории республики телеграм-сообщества «Подвал Ингушетии», размещающего информацию, порочащую честь и достоинство несовершеннолетних. По итогам обсуждения принято решение подготовить обращение депутатов Народного собрания по данному опросу в профильные структуры. Хава Гагиева, Султан Булгучев, Магаз, 24.